Доброго времени суток, уважаемые телезрители! В эфире спортивная передача «Спорт Тайм». Я ее ведущий Азирет Туратбеков. Мы начинаем. Ну что ж, дамы и господа, сегодня у нас серьезные гости из мира смешанных единоборств. Дело в том, что скоро, 21 марта, во Дворце спорта состоится турнир ВЭФ-74 Гран-при 1, где главной фишкой является тот факт, что все бойцы на турнире выступать будут в одной весовой категории. Итак, у меня сегодня в гостях Кадырмышев Руслан Джаманакович, президент Федерации ВЭФ, Куценко Константин Иванович, президент Федерации ВЭФ по Иссык-Кульской области и вице-президент Федерации фитнеса Кыргызской Республики. Ну а справа от меня непосредственно звезды, так сказать, смешанных единоборств турнира ВЭФ: Канат Тайсон Кельдебеков, Джанбек Уулу Каныбек и Абдыкаров Алимардан. Добрый вечер. Здравствуйте, уважаемые гости. Я рад приветствовать вас в нашей уютной студии. Как у вас настроение, как у вас подготовка к предстоящему турниру? Руслан Джаманакович, давайте я к вам обращусь. Как идет подготовка к турниру? На данный момент мы на этапе, вы знаете, раскачки данного турнира, чтобы как можно больше людей узнало о предстоящем турнире, поскольку действительно предстоящий турнир, я сейчас в последнее время очень часто начал употреблять это слово, может стать одним из самых легендарных турниров, поскольку действительно до этого у нас никогда такого опыта не было, чтобы свести в один вечер лучших бойцов Кыргызстана в одной весовой категории и, как говорится, вывести лучшего из лучших, можно сказать. И могу сказать, что действительно подготовка идет полным ходом. Сейчас на данный момент осталось буквально совсем ничего до данного турнира. Я даже сидя с нашими, как вы представили, с лучшими бойцами в этой весовой категории, думаю, что кто бы из них не выиграл, может действительно остаться в истории ММА как лучший боец весовой категории 66 килограмм. Вот скажите, а в чем заключается вот эта фишка? Давно ли вы продумывали такой план? И будет ли в будущем, так сказать, такой опыт еще больше нарабатываться? Безусловно, могу сказать, что турнир такого формата мы запланировали очень давно, даже года 3-4 назад. Поскольку у нас все бои среди профессионалов, есть наши действующие чемпионы, которые являются чемпионами WF Global, Pro Fight, Selection, но всегда была такая, перед нами стали задачи, у меня все время спрашивали, так кто все-таки самый сильный? На что я когда отвечал, вот может быть в Кыргызстане самый сильный тот чемпион, который является чемпионом, допустим, WF Global. На что многие же спортсмены отвечали, когда дадите нам шанс, допустим, выйти против данного чемпиона. У нас очень много сильных бойцов именно в этой весовой категории, поскольку, мне кажется, один из самых интересных весовых категорий, как, наверное, и в UFC, где Конор, Хабиб, можно сказать, да. И могу ответить, ответить на ваш вопрос, будут ли продолжения таких гран-при, могу сказать это однозначно. Сейчас, единственное, мы планируем, может быть, провести следующий гран-при весовой категории 71 или весовой категории 61 килограмм. Вот скажите, мы сейчас стоим, как вы сказали, на пороге такого масштабного исторического события. А как все зарождалось? Вот ВЭФ, с чего все начиналось? Сама организация? Да, сама организация. Откуда такая идея, чтобы поднять кыргызстанских бойцов? И сколько лет вы уже в мире смешанных единоборств? Могу ответить так, что организация ВЭФ, она идет как национальный вид спорта, как 11-й вид национального вида спорта, как Улатуэр Таймаш. Этому виду спорта на самом деле более 25 лет. Она зародилась в 91 году. Но статус всемирной организации она приобрела в 2014 году, и буквально уже через месяца 5-6 нам будет уже 5 лет. Но могу сказать, что организация WF на данный момент занимает очень высокие рейтинговые позиции во всем мире. Поскольку если в мире более 5000 таких организаций, это в России, в Японии, во всем мире, наша организация занимает почетное 30-е место. И могу сказать, что
самая близкая организация, которая для нас в одно время была легендарной, это Алаш Прайд, который занимает сейчас 140-е место. В этом рейтинге могу сказать, что то, что мы занимаем 30-е место, это, безусловно, дает хорошие рейтинги не только для нашей организации, но и для наших участников. Поскольку чем выше рейтинг организации в мире, тем больше спроса на наших бойцов. Допустим, если какой-то из наших бойцов стал чемпионом нашей организации, безусловно, когда их выбирают по шердогам, по файт-матриксу, смотрят, кто наш действующий чемпион. И смотря это, конечно же, могут поступать уже предложения не только с организацией, с Российской Федерацией, но и со всего мира, с Японии, там, с Америки, можно сказать. Так что это немаловажно на данный момент, то, что организация ВФ, это World Taimash Federation, то, что она занимает такие хорошие позиции вообще во всем мире, это дает, еще раз хочу повториться, что если мы, дай бог, попадем, может быть, даже в десятку в течение года, 2 лет, попадем в десятку лучших организаций Запомните, мира. уважаемые телезрители, год-два, и ВФ попадет в десятку. Вот действительно, поскольку буквально год назад я в своих интервью говорил, если наша задача, наша мечта попасть в 100 лучших организаций мира, для нас это было нереальной вещью. Но то, что мы за год попали в 30-ку лучших, это уже не мечта попасть в десятку, это уже у нас конкретные планы, то, что, дай бог, год-два мы попадем в десятку, но уже, если мы попадаем в десятку, нашим лучшим бойцам попасть в UFC, это раз-два шага, я так думаю, это будет отлично. И, коль мы затронули тему UFC, когда мы увидим наших отечественных бойцов в лучшей лиге мира? В лучшей лиге мира действительно сейчас на данный момент трое наших отечественных бойцов, да, как все знают, и наши, вот, допустим, Канат Кельдебеков, который занимает очень хорошие рейтинговые позиции, допустим, в ACA, который занимает 3-ю строчку позицию в мировом рейтинге. Если мы 30-ю, ACA занимает, и где входит в десятку лучших бойцов в его весовой категории, это уже показывает то, что наши бойцы вообще, они очень конкурентоспособны. И на ваш вопрос, когда они попадут в UFC, поскольку UFC это частная организация, наше дело повысить рейтинги наших бойцов в том же портале Sherdog или в том же Fight Matrix. И самое главное, наше дело обговорить с менеджерами UFC, с матчмейкерами UFC. Я так думаю, также год-два, и очень много наших хороших бойцов все-таки попадут в UFC. Я так думаю, UFC это уже не за горами. Будем держать кулачки. Константин Иванович, вам вопрос. Недавно в нашей республике прошел турнир K1 под эгидой «Возродим кикбокс», и вы были замечены там как один из главных. Удается ли вам совмещать ВФ, K1, и так ли вы любите спорт? Так вы любите спорт, как люблю его я, да? Ну, знаете, удается совмещать по той простой причине, что для меня нет разницы спорта, нет разницы направлений, а есть то, что это главное, чтобы наши ребята, наши отечественные спортсмены росли, как вы подчеркивали, на тот уровень, именно на уровень UFC, да, на международный уровень, чтобы на международной арене развивались. Основные вот наши топовые бойцы показывали пример тем молодым, начинающим, чтобы наши ребята возрождали спорт в душе, пропаганда спорта была правильная и развитие его. И, знаете, после возникновения ВЭФ в Иссык-Кульской области прирост бойцов из этого региона резко увеличился. Вы можете быть с собой довольны, Константин Иванович? Да, скажите, откуда вы таких находитесь, самородков? Ну, ребят у нас действительно талантливых очень много. И не только из Иссык-Кульской области, вообще в целом в Кыргызстане, да. Очень много хороших, талантливых ребят, спортсменов, которые многие хотели бы заниматься, да, многие не занимались, имея какие-то, ну, как желание, главное, мотивацию, и ее, когда уже собираешь в единое целое, в единую команду, получается то, что получается. Ребята хотят заниматься, видят позитив, видят основных наших топовых спортсменов, которые уже достойно выступают на международной арене, поднимают наш кыргызский флаг гордо над головой. И есть их желание идти к ним, идти вперед. Ну, а желание идти вперед — это главное. Ну что ж, желание идти вперед — это самое главное, да? Кандайсыңар, урматтуу мушкерлер. Маанай кандай? Жакшы.
Уялбағылай. Спортсмендер негізі сөзге жоқ па. Барсыңар, аябайлы барсың, сөйлесіңер ғой. Ана, елестеткілі, мен Дана Вайтмын, елестеткілі, Дана Вайтмын, сіздерге сөз беріп атам, үшөңір бетіне-бет бір-біріңерге турнирде қатышасыңар. Мысалы, сөзді кімге берсек, Жанбек Улу Қанбекке берелік. Қанбек, дайырдық қандай? Жақсы, иншалла, бары жақсы. Болады. Сколько много информации. Жақсы. Вот это информация. Ох ты. Мына, Қанбек, біріншілі сұрам ондай болсын, келеркі турнирді досыңменен беттешіп қалсаң, қандай болады? Темір тұлпар ба, же достық ба? Спортта бола береді. Бола береді. Спорттан кейін дос бола бастық айда. Темір тұлпарды алып алып, дос бола бересің. Шынай ба? Осындай да алып қой. Жақсы. Кейінгі сұрам Абдықаров Алимарданға. Алимардан, алейкум ассалам. Мен білішім бойынша ВЭФ промоушына 6 беттеш өткөрдүң. 5 беттешті жеңүүчү болуп аталдың. Бирисине утулуп калдың. Манай кандай ана? Манай жақсы Кудайга шүгүр. Жакшы? Бай. Жагып атабы бул промоушн? Жагып атат. Кандай? Бурса. Чын дилиңен айтчы мына. Жагып атабы Руслан Кыдырмышев жанында турат мына. ВЭФ жагабы? Мен ВЭФте уруш элегим уже 2 жылдай болуп калды. Убагында ВЭФте уже ал сиз айткандай эле 6 бой өткөрдүк. ВЭФ Профайттын чемпиону болуп аталдык. Кайрадан Кудай кааласа, ВЭФ Гран-присине катышып, өзүбүздүн күчүбүздү сынайлап жатабыз. Значит, вы так нуждались в Алимардане, да, что ему позвонили, у него 2 года паузы были, и вы прям ему, все, Алимардан, нуждаемся в тебе, да? Это вы знаете, вы видели же, как где снимался Жан-Клод Ван Дам, когда он тренировался или сидел дома, к нему принесли этот свиток. Да, свиток такой, и ему показали, что вас приглашают на турнир, где сойдутся лучшие. А истинные воины, истинные бойцы от такого не отказываются. Ох, Алимардан, статусың күшті екен. Жақсы. Аны өзі Қанат Тайсон Келдібековқа сөз берелік. Қандайсың қырғыз елім? Ассаламу алейкум, қырғыз елім, жақсы бар. Вот она фишка главная, у Тайсона. Жақсы бар, жақсы бары. Дәрді қандай? Ем дәрдік Құдай көрсе дәрдан отыз бары жақсы, алхамдулилля. 5 қуымай қалды, емчі. 5 қуып, 5-тер норма қылып. Ем 5-тер менің проблемам болған емес. Шуға чейін 5-терін бүт норма қылып, бүт барын қуып жүргем да, бұға чейін. Ем бұға чейін ошо қуып, сен Құдай көрсе 5 қуып, ошо режим қармады, ез алып жүрөз. Құдай көрсе 5 қусақ, ар жағын бой чечетті, сетка чечетті, тиги күшті дегенде бай жоқ. Бияқта бүт күшлер шығырады, сөзін ашығымен аяқта қайткар тұрады. Жалан күштілер да, бүтілі біріміз, танымыз, сетка кергенде танымай басқа келесің. Шо, күштіміз жеңсіз сөздің. Инстаграмда видеоларды көрбей қалдық қой. Қанат мырза. Білбеймін, Пока езалы болып отады, езалы. Тартат леңіз, тамақ ашыңызды тартат леңіз. Көрбей қалдық қал видеоларды. Кішіне езалы болып отады. После перерыва обязательно Қанат Келдібеков. Ақырғы бой жөнінде айта кетейінші. ACA. Дело в том, что Қанат Келдібеков первый кыргызстанец, который принял участие на ACA после слияния Ахмата Championship Absolute с WFCA. Ваше впечатление? Ошо бой жөнінде айтсам, мына Кыдырмышев байке айтпады, емелечі. Рейтинг бойынша мировой бойынша 3-ші орында тұрады. Ошо 3-ші орында тұрған ошо Грозныйда өтті. Ошо 1-ші 60 килограмм қуып шалдырап эме болуп калдым да, кыйналып калдым да. Аны биринчи элдер түшүнгөн эмес, акыркы видеодон кийин түшүнүп калса керек да. Ошо 5 кылып өлө кыйналып калдым да, сөзсүз 11,5 килограмм кылыптыр. Ошол бойдон кийин кичине олдук кылып, азыр эмет, кичине азыр эми өз вестерим кайра набрать этип, бұл бойға даярданып атабыз, Құдай бұйырса бар жақсы. Мондай суроо, кийинки талантпы же спонсордун күчүбү? Экөөтөн керек. Экөөтөн керек. Кандай десем, азыр Биринчи очередь талант болуш керек. Талантың жетпей қалса спонсорың күші керек та. Спонсор керек. Спонсорсыз керек. Чет өлкөгө чыгыш өтө оор болуп калат. Азыр бүт эле спортсмендер спонсор жок, кыйналып жүрбөйбү азыр. Чет өлкөгө чыкканда бизге ошо кайсы организацияга барсак ошол бизге билет алып берет да. Гостиница полный бекер. Бул жакта керек да, спонсор бизге сөзсүз керек. Случались ли такие ситуации, когда вы за свои деньги выезжали за границу?
Расскажите об этом в двух-трех словах. Насколько это было тяжело? И успешно ли все это в конце было? мына могу ошол жөнүндө айта кетсем, мына эме Казакстанга барып урушуп жүрчүбүз да мурдачы. Мурда эмес, эми элдин баары бүт эле ойлонсо керек, мындай спонсор эметип атат деп. Мурдагы бойлорду айтып атам да. Багы башында Казакстанга барып жүргөндө. Сөзсүн ачып өзүбүздүн акчабыздан иштеп кетебиз. Өзүбүз барабыз ошол жакачы. Анда организаторлор да төлөбөйт аяктанчы. Аяктан уткан боюңа төлөйт. Ошол жака барып өз акчабыздан барып урушчубуз. Жол кире туда обратно бүт өзүбүздөн да. Ошол жактан анан бойлорго уткан сайын $100 төлөчү да Казакстанга баргандачы. Ошентип мына өзүбүздүн күчүбүз менен жетип атабыз, Кудайга шүгүр. Анан азыр айта кетсек, мына байкелер табылып, мына могу Константин байкеге окшоп мындай условия, мындай кандай десем, ушу приз коюп берип машинечи. Ушундай байкелер көп болсо дейм да, ушу Константин байкеге рахмат. Ушинтип мындай условия түзүп, кичине болсо дагы мындай бир алган киши достойный машина, катын баласын багат деген ошол сыяктуу да, мен өзүнүн бир керегине жаратып алат деген мен айта кетем да. Ошо спонсор байкелерге ошолорго рахмат. Ушундай да. Спасибо, они высоко ценят, бойцы высоко ценят вашу помощь. Айта кетсем дагы бир суроом бар. Спорттон тышкары эмне менен алектенесиңер? Алиман айт. Спорттон тышкары ар бир боец иштегендери бар, иштебей жүргөндөрү бар. Андай. Кто-то иштейт. Үй бүлөсүн багат, Канат байкеге окшоп. Сеткага кирген тааныбайсың. Бой чыкса неме спортты көбүрөөк кылабыз да, жумушту азыраак кылабыз да. Бойго даярданып, уят болуп калбайт. Бирок өз кесибиңер бар силер. Бар. Эми ошо өз кесибибиз бар, анан мындай профессиональный болгондон кийин кандай десем, ушу мындай Константин байкеге окшоп спонсор байкелер табылса жакшы да. Только спорт менен элечи. Биз кандай болбой калат да, иштеш керек болуп калат. Мен өзүм таксистмин дегендейчи. 4 баланы багыш керек. Ошондой дейм, бирок анын эмеси көп дела да. Бүт эле спортсмен балдар түшүнсө керек. Жақсы. Вновь возвращаюсь к властимущим турнира ВЭФ. Скажите, когда вот мы увидим именно, знаете, такой маркетинговый бум? Знаете, иногда хочется, чтобы в ВЭФ тоже были такие трэш-токи, чтобы накалялось все. Вот я всегда в ожидании такого. Когда будет вот это все? Начало, можете сказать, чтобы прям как, я не знаю, такой маркетинговый вход, чтобы друг друга они прям самыми, не знаю, какими-то словами друг друга покрывали, ну, чтобы какой-то ажиотаж был. Я дико хочу, чтобы такое произошло. Вы знаете, могу ответить так, что я думаю, в скором времени такого не будет, поскольку даже такого особенного трэш-тока, как в UFC, даже нету в России. Вот как вы знаете, вот действительно, хоть какой бы они в рейтинге не были, той же ECA, вы знаете, когда они выходят на такие пресс-конференции, это они говорят то же самое, что говорят наши бойцы. То, что ринг покажет, пусть выиграет сильнейший. Хотя мы и пытались, может быть, и говорить, чтобы они хоть каким-то образом задели своего соперника. Это я единственный раз в истории, когда-то я слышал такой штоп наподобие трэш-тока, это от Бусурманкула Абдибайтулу, когда он бился за чемпионский пояс с узбекистанским бойцом, на что он ответил на пресс-конференции, что его оппонент никогда не встречался с такой машиной, как он. Ух ты! И буквально, действительно, я был поражен тому, что он вот это сказал. И, вы знаете, может быть, и это очень много, народу это нравится. Но, конечно же, наши умеют, конечно, там, допустим, на стейрдауне толкнуть друг друга. Но на самом деле многие говорят, что это мы им говорим организатор, чтобы он его толкнул, ударил, и чтобы как-то завести публику. На самом деле это не так. Когда какой-то спортсмен тренируется за месяц, за два, ему говорят, вот твой соперник, и он, верите, смотрит, просматривает его бои, как он бьет, как он валит, как борется. И вы представьте, тратя столько энергии на тренировку, как говорится, поставив его фотографию, приклеив груши и колотить эти груши, и спустя какое-то время они вот так с глаз на глаз встречаются на этом, и действительно у некоторых нервы сдают. И на что на самом-то деле, когда это попадает в социальные сети, очень многие, вот допустим в Ютубе или в Инстаграме, вы знаете, где-то 90% негативных таких комментариев можно увидеть, поскольку вот примерно сыйлабайсыңар бұл қонақты, конар болып кеттің бе,
же болбосо Хабиб болуп кеттиң бе, кыргыздарга адылданбагылачы. И вы знаете, когда вот эти наши, вот эти те, кто пишут, видят это в UFC, им это нравится. А вот когда они видят, вот их же соотечественник, их боец где-то как-то столкнулся с каким-то бойцом, ну, нервы не выдержали, там вот эта сама ситуация накалилась, и все ждут завтрашнего боя, видите ли, им это не нравится. Видите ли, настолько, не идет, да, настолько они хорошие, добрые, белые, что им, они говорят, что вы там выделываетесь, вам далеко до UFC. Если действительно вот такие люди, которые сидят в этом клавиатурные герои, это, я думаю, что они не понимают этот вид спорта вообще, и не понимают, ну, иди смотри борьбу, там, не знаю, там, теннис, если ты такой белый и пушистый. Но если твои нервы не выдерживают, видя, как два действительно бойца, которые друг против друга готовят столько времени, срываются, ну, толкнули друг друга, ну, нервы на пределе. И так что я всегда своим бойцам всегда говорю, что в этом нет ничего такого, что действительно нервы на пределе, ну, толкнули друг друга. И это не только у нас, это в развитом UFC бывает, что там драки происходят. Да. Так что, я так думаю, все самое интересное только впереди, честно. Вот вы не стесняйтесь, уважаемые бойцы. Руслан байге кошулуп айта кетсек, трек сток болот го. Бул керек да, ал бир спортсменге. Чейин аны трек сток дегенди кээ бирөө түшүнбөй эле Инстаграмда жаза берет, аны тиги түрүп салдан анан бойдон утулуп калды деп. Чейин бул шоу керек да илгеригечи. Эми карасак келатканда соперник, карасак соперник кошо тырышат да. Мындай тырышып, Правильно, эң туура. Анан сен да тырышасың да, ошол сыяктуу барып эле түрчө кетесиң да. Өзүңөн да ал. Анан бирөө айтып эметпейт, ал соперниктин экөөң бири-бириңди демет. Ошол жерден эле көз караштан эле түшүнүп бири-бириңди түрчө кетесиң да. Анан ошондой түрчө кетиш керек да негизичи. Анан шоу да керек да мындайчачы. Анан мындай өзүңө карап иш кыласың демчи. Мындай соперник нормальный келатса, нормальный болуп каласың дегендей, мындай да. Көзүңө карап иш кыласың да. Анан тиги да призовой дейт, ар кандай болот да ошо. Скажу так, как вы говорите, у нас, наверное, все уже в большей и большей степени красота происходит внутри октагона, да? Внутри самого ринга. Да? Наши ребята с учетом своего роста потенциально уже такого прям скачка резко вверх, да? Уже самую ту красоту и зрелищность показывают в самом октагоне. Да? И что где-то, может быть, ну, с учетом ментальности и с учетом того, что, может, они так громко и сильно кричат в микрофоны перед началом боя, да, но свою работу, свое мастерство и свой класс уже наших кыргызских бойцов все знают, все уважают и уже знают их уровень. Это, наверное, и главное, чтобы к этому и шло. И можно я тоже добавлю? Если бы тот же Конор Макгрегор не был бы тем, кто он есть, он не был бы Конором Макгрегором. Если бы он не умел бы говорить, если бы он не умел бы заводить публику, я могу сказать, вообще Конор Макгрегор, он поднял уровень не только UFC, он понял уровень всего ММА в мире. Знал бы Конор Макгрегор, что в Кыргызстане о денег нем тоже говорят. Не, безусловно, о Так нем оно и говорит есть. весь мир. И многие, знаете, говоря, когда у меня спрашивают, за кого я болею, за Хабиба или за Конора, как-то раз я сказал, честно сказать, мне нравится Конор. Мне сказали, ой, ты это... Очень много негативных таких этих было, но на что я всегда отвечаю, если он действительно является примерой, иконой. Может, даже многие бойцы говорят, да, Конор мне не нравится, но каждый боец в душе хотел бы быть как Конор. На самом деле. И могу сказать, что очень много талантливых бойцов есть у нас, которые провели действительно 6, 7, 8 боев у нас в ВЭФе, но на самом деле, которых я даже мало знаю, не запоминаю. Но есть бойцы, которые провели 2-3 боя, и которые знает весь Кыргызстан. Так что я могу сказать, добавить, что трэш-ток и то, что как боец ведет себя, даже зависит от него, какая у него прическа, какая бородка, каким вообще боец должен быть запоминаемым. И тем самым звездный час намного становится ближе. Это верно. А вот на вашей памяти, есть ли такой боец ВЭФ, может быть, в самом начале, может, в середине, может быть, сейчас, кто такой шоумен-боец? Есть такой у нас? Шоумен-боец, как я и отметил, это был Бусурманкул Абдибайтулу, который, и он, я всегда говорю, он такой эпатажный, такой своеобразный боец.
И действительно, у него очень много таких поклонников появилось. Вот, допустим, тот же Канат Келдебеков Тайсон. Он действительно умеет зажечь публику. Выиграет, станцует Хараджорова, может сказать. Это действительно его народ любит, знает, он как бы национальный герой. Вот, допустим, Алимардан. Он очень далек от этого. Действительно, он выигрывает. Он такой, тихо, Да, он спокойно, причем, выиграл, да. спокойно руку поднял, ушел. Тот же и наш Ханбек тоже, он точно такой же. Не любит много говорить. И действительно, бойцы, они разнообразны. И могу сказать один пример, насколько я был удивлен, когда на ВФ Аматеуш среди любителей, я как-то заметил нашего Бойку, да? Все его знают, хотя он был любителем. И у него такая прическа, бородка, он действительно очень похож чем-то был на всеми известного Бойко. И как-то он даже в ринге себя вел, как Бойко, да? И на самом-то деле, когда, проведя только 3 боя, весь Кыргызстан о нем узнал. И когда мы как-то раз проводили турнир в Москве, я удивился, выступали местные звезды, но когда вышел Наджи Бойко, весь зал скандировал «Бойко, Бойко». И вы знаете, что я понял, это тоже очень много зависит от самого бойца, оказывается. Ух ты. И следующий вопрос у меня в голове зародился. Каков рейтинг промоушена ВЭФ? Ну, я, наверное, об этом сказал. Это во всем мире мы занимаем 30-е почетное место в мире. Еще Среди я промоушенов. слышал, что по взращиванию бойцов вы в топ-10. Мы в топ-6 находимся. Топ-6 даже. Да, это в первой это бразильцы в первой строчке. Второй занимает Соединенные Штаты Америки, Россия, Япония, Польша и Кыргызстан. Это после того, что как проанализировали 19 тысяч бойцов, которые зарегистрированы в Шердок. Это в соотношении населения государства и в соотношении профессиональных бойцов. И могу сказать, что 6-е место это Польша чуть-чуть занимает на сколько-то 12 или на сколько-то На 14 бойцов. На 14 бойцов больше, а так мы заняли бы и 5-е место. Ну, ребята, вы даете, конечно. Вот, Константин Иванович, мой вопрос вам. Какая марка машины за первое место? Какая, говорит, марка машины? Да. Как вы, Константин Иванович, этот уже, в принципе, мы знаем, но, наверное, оставим изюминкой. То есть вы зрителям не скажете, не поделитесь? Но зрители пусть пойдут, увидят, насладятся прекрасными боями, самыми такими зрелищными, жаркими, и достойно увидят достойный приз, который забьет победитель. Но в целом все бойцы, вся топ-16, это уже, наверное, так назвать их можно победителями. Это лучшие бойцы. Я думаю, будут очень жаркие, зрелищные бои. Поэтому, думаю, ждем всех во дворце. Сохраним интригу. Да, запомните, друзья мои, 21 марта, Дворец спорта, турнир ВЭФ-74, Гран-при 1. Уважаемые бойцы, вот представьте, сейчас на вас смотрят ваши соперники. Можно в 2-3 словах, такие слова, которые могут немного их задеть, что ли? Не задеть, прям уверенно можете что-то сказать в кадр своим соперникам? Кыргызел. Мен сүйлеймін. Э. Ошо эмне дейм, ошо соперниктер жалаң бүт эле бири-бирибизди тааныйбыз. Кудай буюрса даярдангыла. Сетка көрсөтөт. 8-0. Жиырма Биз дагы биринде кудай жалғабыз буюрса иншалла. даярданып турабыз. Вы прошу, Алимардан. Баарына ийгилик каалайбыз. Баарыбыз бири-бирибизди тааныйбыз. Күчтүү мушкерлер чогулду. Кудай кааласа күчтүүсү жеңсин. Баарына ийгилик каалайм. Без травма, главное. Элдешип өтсүн. Ну и вы, наконец. Ошо барыңыздарды чакырабыз, кыргыз элим келип өзүбүздүн жигиттерди колдоп кетиңиздер. Ошо байесттерге ийгилик барыңарга. Мурун да көрүшкөн байестер бар. Быйыл да көрүшөт экенбиз, Кудай буюрса. Кечирип кое алайын, мен передаваңды эле айтыш керек да могул жердечи. Действительно, ну, да, скромность украшает. Такие наши Федоры Емельяненко сидят, тут такие скромные Вот перед вами бойцы. был самый большой трэш-ток. Да? Послание своим соперникам. Ух ты. Ну, с чем тогда вы молодцы. С этим я вас и поздравляю. Ну что ж, друзья мои, все
как и все хорошее, наша передача имеет свойство заканчиваться. Я напоминаю, что у меня в студии были Кадырмышев Руслан Джаманахович, президент Федерации ВЭФ. Спасибо вам за беседу. Куценко Константин Иванович, президент Федерации ВЭФ по Иссыкульской области и вице-президент Федерации фитнеса Кыргызской Республики. Спасибо вам за визит. Канат Тайсон Келдибеков, чоң рахмат. Жанбек Улу Канбек, чоң рахмат. И Абдыкаров Алимардан. Ишнерге игілік. рахмат чоң. Ну а мы с вами увидимся 21 марта. Следите за спортом, занимайтесь спортом.